Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Коротко о главных темах. В Минвостокразвития заявили о расширении программ дальневосточного и арктического гектаров. Проблемы жильцов деревянного фонда обсудили в поселке Чульман Нерюнгринского района. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают сегодня. Как обстоят дела с лечением недуга в Якутии? Программы дальневосточного и арктического гектаров будут расширяться. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Программа выдачи бесплатной земли с широким диапазоном возможностей по ее применению стимулирует предпринимательскую активность, дает людям свободу выбора и как нельзя хорошо подходит для огромной территории Дальнего Востока и Арктики, считают в ведомстве. Очевидно, что такая программа должна и будет постоянно улучшаться. Первым шагом станет распространение программы на арктическую зону, а также обеспечение возможности получения второго гектара. Глава Якутии с рабочим визитом приехал в Москву. Он провел рабочую встречу с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. Среди обсуждаемых тем – увеличение объемов жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье», капремонт в многоквартирных домах и теплоснабжение. Рассмотрели также ход реализации регионального проекта «Дорожная сеть», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», синхронизацию развития восточного полигона железнодорожных путей и угольных предприятий Южной Якутии. Ростехнадзор временно остановил работу 11 объектов в арктической зоне. Это произошло после масштабной проверки соблюдения требований промышленной безопасности на объектах хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов. Мероприятия проводились по указу правительства России после ЧП на объекте Норникеля в мае прошлого года. В целом проверка выявила на предприятиях 3626 нарушений требований промышленной безопасности. Возбуждено 219 административных дел. Общая сумма штрафов составила 15 миллионов рублей. При этом, как уточнили проверяющие, на устранение нарушений компаниям понадобится гораздо больше средств, чем на выплату штрафов. В поселке Чульман Нерюнгринского района активно обсуждается жилищная проблема. Ранее владельцы квартир при переселении из аварийных домов могли выбирать среди двух вариантов – компенсации, новое жилье или выплату выкупной стоимости. Теперь такого выбора нет. С жительницей поселка Чульман, столкнувшись с этой проблемой, встретилась Екатерина Павлова. В феврале 2017 года Елена Карпова, оказавшись в сложной жизненной ситуации после развода с мужем, была вынуждена приобрести квартиру за счет средств материнского капитала. На большее денег не хватало. Женщина учила старшего сына в институте и воспитывала несовершеннолетнюю дочь. То, что дом аварийный, я об этом не знала. Оплачивала капремонт какое-то время. Пенсионный фонд пропустил документы все. На сайте администрации, что дом стоит в аварийном состоянии, что он признан аварийным, этого не было ничего сказано. Мы с соседями с этого дома узнали только осенью 2017 года, что дом признан аварийный. Нас пригласили в администрацию встать на очередь с ветхого жилья в равноценное жилье на переселение. Простояв в очереди на переселение 2,5 года, Елена была приглашена в муниципалитет, где подписала соглашение о переселении из аварийного жилья на вторичный рынок. От квартиры, предложенной администрацией, Елена отказалась в связи с отдаленностью района. А вскоре женщину уведомили о том, что в соответствии с поправками в федеральном законе от 27 декабря 2019 года номер 473 в пункте о приобретении жилья после признания его аварийным, Елене и вовсе не положено вторичное жилье, а положена только компенсация, указанная в договоре купли-продажи недвижимости. В случае Елены это 400 тысяч рублей. Кроме выкупной цены, которую приобретена была эта квартира, иное, другое мы сделать не можем. Не то, что мы не хотим, у нас нету на это прав. При этом возникает вопрос, почему пенсионный фонд, предоставляя документы на расходование средств материнского капитала, не проконтролировал состояние приобретаемого жилья. При совершении сделок с учетом материнского капитала территориальные органы пенсионного фонда в обязательном порядке запрашивают сведения о состоянии приобретаемого имущества, приобретаемого жилья, аварийное оно или нет. До марта 2019 года таких правовых оснований и обязанностей у пенсионного фонда не было. На положенную компенсацию сегодня Елена не может купить себе новое жилье. В январе 2021 Елене с дочерью администрация поселка предоставила маневренное жилье, так как дом, где проживала женщина, заморозили, экстренно отрезав отопление. Грибок
Сильная была сырость. Так как сейчас подсохло, на улице потеплело, стало сохнуть. Но грибок не отмывается, никуда не... Воздух здесь спертый, дышать здесь нечем. Условия для проживания с ребенком здесь невозможно. Мы эти проблемы все знаем. Значит, в 2021 году, учитывая вот это тоже состояние дома, значит, администрация запланирован косметический ремонт внутри комнат помещений. Вот в 2021 году сегодня нами готовится техническая документация на аукцион. Ну, в ближайшее время, тут к весне, начнем все эти виды работ. В связи с поправками в жилищном кодексе о выплате только выкупной стоимости изымаемой недвижимости, часть собственников квартиры в аварийных домах стала лишена выбора переселения. С этой проблемой столкнулась не только Елена Карпова, но и другие жители поселка, а некоторых только ожидает данная процедура. Это касается не только Нерюнгринского района, а всей республики и страны. Остается надеяться, что этот спорный вопрос будет решен после пересмотра и внесения поправок в законодательство. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. Раньше страшный диагноз становился практически смертельным приговором. С развитием медицины с недугом стало возможно бороться, но все равно в год в мире продолжает умирать более 1,5 миллиона человек. Как обстоят дела с лечением больных туберкулезом у нас в регионе? Ответ на вопрос искал Дмитрий Тымыров. За последние 10 лет в республике, по данным официальной статистики, наблюдается снижение показателей заболеваемости. В нашей республике снижается показатель смертности, показатель тяжелых форм туберкулеза. Это говорит о том, что мы выявляем туберкулез на ранней стадии и достигаем клинического излечения больных. То есть больные не умирают от туберкулеза. Так, например, если в начале 2000-х на учете в лечебно-профилактических учреждениях региона состояли около 3000 человек, то уже по данным 2019 года их стало меньше 1000. И даже пандемия коронавируса не ухудшила ситуацию, а наоборот, как утверждают врачи, научила людей основным средствам защиты от вирусных заболеваний – носить маски, мыть руки, дезинфицировать помещения. Также, по словам врачей, на положительную динамику повлияло применение новых методов борьбы с этим недугом. Сейчас лечение туберкулеза вообще стандартизированное. Мы работаем только по федеральным клиническим рекомендациям. Есть у нас режимы химиотерапии, и мы только строго лечим в соответствии вот с этими федеральными клиническими рекомендациями. Но несмотря на это, полностью подавить вирус туберкулеза не получается, и борьба с ним ведется каждый день. Вообще, надо сказать, что туберкулез поражает все органы системы человека. Кроме, как наши любят говорить врачи, кроме ногтей и волос. Есть туберкулез глаз, есть туберкулез почек, есть туберкулез легких, есть туберкулез костей, суставов. Поражает разные органы системы человека. Но самый тяжелый – это туберкулезный менингит, когда поражается центральная нервная система. Имеет тоже тяжелые последствия, инвалидизация. Поэтому вот все должно быть обращено на то, чтобы пораньше выявить, как можно раньше выявить заболевание. Сегодня в регионе особый контроль ведется над детьми. В приоритете раннее выявление у них этого заболевания и лечение. Так, в республиканском туберкулезном диспансере на сегодня на лечении и реабилитации находится 27 детей. В нашем отделении находятся дети с рождения до 7 лет. На сегодня у нас 27 детей, из них больные туберкулезом 9 детей. Есть 4-месячные дети, есть и 11-месячные, есть и 7-летние дети. Чтобы пройти полный курс лечения, необходимо провести в стационаре от нескольких недель до года. Все зависит от тяжести заболевания. И нужно помнить, что туберкулез излечим на 100% при ранней диагностике заболевания. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Участковые избирательные комиссии готовят свои участки к предстоящим выборам главы городского округа город Якутск. Напомним, досрочные выборы стартуют в эту пятницу, 26 марта. Сейчас на 118 избирательных участках проходит подготовка помещений. Большое внимание уделяется соблюдению рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб. Так, в общеобразовательной школе номер 25 в Сайсарском округе организовано 2 избирательных участка на разных этажах под номерами 695 и 806. Для удобства и безопасности избирателей входы и выходы для них будут раздельными.
Будут соблюдены все правила, требования Роспотребнадзора. Это дистанция между столами от 1,5 до 2 метров. Конечно же, всем членам участковой комиссии будут розданы средства индивидуальной защиты. Это экраны, это халаты, маски, перчатки. Это, конечно, антисептики, значит, и, конечно же, будут протираться у нас помещения, дезинфицироваться через каждый час-полтора. Входы-выходы будут отдельные, значит, в центральный вход будут входить, и через 6-й вход, это дальше у нас получается, будут выходить, потому что, чтобы все соблюдено было, чтобы люди не встречались друг с другом. МВД утвердила новые правила экзаменов на водительские права. С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент. Так изменился перечень ошибок на экзамене. Их поделили на подгруппы по 1, 2 и 3 штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельный блок. Таковыми будут считаться, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона. Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол. Авиакомпания «Алроса» заменит вертолеты Ми-8Т на Ми-171 и Ми-8 МТВ. Для управления этими судами инженерно-технический персонал пройдет дополнительное обучение. Инженерно-авиационная служба авиакомпании пригласила преподавателя из регионального центра подготовки авиационного персонала и организовала 2-недельные курсы. На них инженеры узнают конструкцию двигателей на новых машинах, вспомогательной и силовой установки, трансмиссию. Вертолет Ми-171 оснащен более мощными двигателями, которые позволяют увеличить коммерческую нагрузку при перевозке грузов и пассажиров, а также повысить топливную эффективность при использовании вертолета. Стоит вспомогательная силовая установка, которая позволяет использовать вертолет на необорудованных площадках, то есть обеспечить запуск двигателя и энергоснабжение вертолета для его технического обслуживания и проверки всех узлов и агрегатов. То есть можно вылететь в тундру, посадить вертолет, запустить ВСУ, да, и тем самым обеспечить энергоснабжение вертолета. На старых вертолетах, к сожалению, мы имели только 6 аккумуляторов, которые не вечные. Да, и, допустим, зарядить их вне пределах аэродрома достаточно проблематично. Увидеть айхальскую природу во всей красе или полюбоваться портретами местных жителей теперь можно во Дворце культуры поселка. Там открылась персональная выставка фотографа Алены Карацубы. 42 снимка девушка разделила на 3 направления. Это природа, айхал в лицах и церковная тематика. Организовать экспозицию фотографу помогла местная администрация. Молодая девушка занимается профессиональной фотосъемкой 1,5 года. В архиве при этом 1000 снимков. Увидеть самые удачные кадры можно до 27 марта. Приехала, когда в Айхал, очень вдохновилась вот этими заснеженными елками и красотой якутской природы. И долгое время снимала это все просто на телефон, выкладывала в Инстаграм. Для себя, люди отмечали, что очень красиво. И потом как-то мне захотелось очень снимать портреты, попробовать поснимать людей именно. И почему-то мне нравилось снимать именно какие-то живые фотографии. Можно назвать это репортажем, где люди как-то в движении, да, запечатлены. То есть не постановочные фото, а именно вот такие живые. К этому часу у нас все. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальную дистанцию. До встречи в эфире.